После долгих праздничных выходных и известных событий 9-12 января вступил в законные полномочия исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба. В полном объеме возобновилась работа и в правительственных учреждениях. Министерство финансов – один из наиболее значимых органов, от деятельности которого зависит полноценное жизнеобеспечение в стране. Для нас начало финансового года – это очень жаркая пора. Активно сотрудники занимаются выполнением своих обязанностей, в частности, речь идет о доведении бюджетных параметров до всех получателей бюджетных средств. Эту работу останавливать ни в коем случае нельзя, и мы ее не останавливали. Она идет в соответствии с установленным порядком. Сегодня, как вы видите, все министерство тоже активно работает. И это значит, что никаких сбоев в нашей работе не будет. Многие жители республики сейчас задаются вопросом, не отразился ли сложный общественно-политический кризис на финансовом обеспечении различных категорий граждан. В частности, будет ли выплачена в срок зарплата бюджетникам. Все будет в рамках тех графиков, которые утверждены. То есть и пенсия будет в срок выплачена, и заработная плата бюджетникам будет выплачена в срок, ну а также все иные обязательные платежи, которые необходимо осуществить, будут осуществляться. В управлении статистики отмечают, что переходный период из одного года в следующий – это самая активная пора для деятельности специалистов данного учреждения. Поэтому в эти дни работа здесь не останавливается ни на минуту. По графику с 1 января начинается отчетный период, годовой. Поэтому, исходя из производственного календаря, мы вышли на работу с 9 числа. У нас идет усиленная работа, принимаем отчетности. Я хочу обратиться ко всем работающим, главным бухгалтерам, чтобы вовремя сдали и бухгалтерскую отчетность, и другую статистическую отчетность за 2019 год. Культура также является важной составляющей общественной жизни. Стоит отметить, что подведомственные учреждения Министерства культуры продолжали функционировать и в январские праздники, и в дни прохождения активных демонстраций в столице. В целом, в культурном смысле, первая половина наступившего года обещает быть насыщенной. Из ближайших мероприятий можно уже говорить о гастролях нашего оркестра, камерного оркестра, который совместно гастроли, совместно с нашей московской диаспорой мы, организовываем. Будут они проходить в Москве в начале февраля. Также в данное время мы готовим к изданию книгу Миры Константиновны Хуталашвили «Очерки по истории Абхазии». Тоже презентация будет проведена в первом квартале 2020 года. Таким образом, будничная атмосфера постепенно вступает в свои права. Специалисты государственных учреждений уже приступили к работе, которой, по их признанию, не становится меньше. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.